В эфире информационная программа «Лото». Здравствуйте. С обзором информационной картины дня в студии работают Нурджамал Бурханова и Нурсултан Джабтубеков. Смотрите в программе. Создать конкурентоспособную экономику. В стране будет создан институт бизнес-омбудсмена. Об этом заявил глава государства по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Сидеть на шее государства больше не получится. В стране внедряют систему KPI, что позволит вычислить ключевые показатели эффективности компании. Уже через неделю в Чунавае начнется уборка картофеля. Готовимся к зиме. Один из первых и важных вопросов, который сейчас решает столичная мэрия – подготовка к ОЗП. Главная задача – не наступать на одни и те же грабли. Об отечественном бренде заговорили за рубежом. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о прошедших третьих всемирных играх кочевников. В стране будет создан институт бизнес-омбудсмена, призванный защищать права субъектов предпринимательства. Также будет сформирован комитет по промышленному развитию под эгидой Национального совета по устойчивому развитию. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества, которые поделились своими проблемами и предложениями. Бизнес-среда – один из регуляторов развития экономики страны, а для того, чтобы экономика была конкурентоспособной, нужны инновационные технологии, инвестиции, необходимые для ведения бизнеса условия. Чтобы обсудить назревшие проблемы и найти пути их решения, президент встретился с представителями бизнес-сообщества. Бүгінгі бізден жолығушының ең негізгі мақсаты бұл өлкө экономикасының жана ишкерлердин абалы. Мышып жетилген курч көйгөлөр, актуалдуу проблемаларды Кыргызча айтканда ийире отуруп, түз кеңешип, ошол маселелер боюнча ой пикир алмашуу. Биздин бизнес чөйрө эмнени көздөйт, эмнени каалайт. Ошону мына тиешелүү мамлекеттик органдар менен баш болуп бүгүн жерде отурабыз. Ошол мамлекеттик органдардан эмнени талап кыласыңар, кандай суроолор бар, кандай келечекте ушу мамлекеттик ишкерликти өнүктүрүүгө тездетип жоласак болот деген маселелерди бүгүн талкууга коюлат. Биз эми ишкерлердин эмне тоскоол болуп жатканын билебиз. Алардын жоюн үстүндө биз иштеп жатабыз. Бирок кээде ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Кээ бир бюрократиянын негизинен, кээ бир мамлекеттик органдардын, министерство, ведомстволордун ыкчам иштебегендиктен ошол маселелер кеч чечилип, Встреча прошла в широком формате. За круглым столом собрались представители власти всех сфер бизнеса, от аграриев до руководителей крупных компаний. Цель у всех одна – создать в стране благоприятные условия для бизнеса. Мисалы, жаңы түзүлгөн бизди текшерүүдө мына 3 жылга чейин бошотуу мына чечим кабыл алынды. Салық процедурасы, фискализация боюнча мына системасы киргизилүүдө, аны билесиңер бардыңар. Технология жабдууларды импорттогон ишкерлерди таможнялык поштадан бошотулду. Тигүү тарамагындагы жеке ишкерлерге камсыздандыруу төлөмдөрү мына 27%дан 12%га чейин мына төмөндөтүлдү. Ишкерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында бизнести төлөө борборлору азыр ачылууда, өкмөт мунун үстүндө азыр жакшы иш алып барып атат. Андан сырткары мына 2016-жылы кепилдик фонд түзгөнбүз, билесиздер. Фонд түзүп, ошол күрөөсү жетпей аткан ишкерлерге жардам берүү боюнча мына былтыр караганда 8 айда 2 эсе көп азыр кепилдик берди, 535 кепилдик берди. Айрыкча биз кайра иштетүү өнөр жайына айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктү кайра иштетүү, логистикалык борборлорду түзүү, ошол региондордогу айыл жериндеги ишкерлерге, кепилдиги жетпегендерге ошо кепилдик берүү боюнча маселе колдоп атабыз. Мына азыр анын фондундагы каражаттарын көбөйтүп атабыз. Буюрса жакында улуттук банктагы бул кепилдик фондко кирет, көбөйтөбүз. Эң керектүү болгон кайра иштетүү өнөр жайына мына жардамдарды беребиз. Андан сырткары мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу процедурасын жөнөкөйлөштүрүү боюнча мына мыйзам жогорку кеңешке мына киргизилди. Муну дагы тездетебиз. Мына ушундай иштер болуп атат, бирок ошончо дагы өкмөттүн сот системасынын укук коргоо органдарына, фискалдык органдарына дагы эле бизнестин коомчулугун айта турган дооматтары көп, аны билебиз. Чынында эле бул дооматтардын баары тең эле жүйөлүү.
тилекке каршы мен муну моюнга алышыбыз керек. Кээ бир мамлекеттик органдар ишкерлерге шарт түзүштүн ордуна аларга ыңгайлуу шарт түзүп, аларга жардам бериштин ордунда кээде текшерүүлөрдү көбөйтүп, аларга тоскоолдуктарды жараткан ушулар жок эмес, бул дагы болуп жатат. Бул боюнча да күрөшүп атабыз. Все нормативно-правовые акты, касающиеся предпринимательской деятельности, должны проходить анализ регулятивного воздействия, считает глава Национального делового клуба Сергей Пономарев. В противном случае при принятии этих документов зачастую не учитывается мнение представителей бизнеса. Как итог, последние не могут отстоять свои права. Мы хотим изменить практику ведения АРВ. Сейчас АРВ правительство ведет Министерство экономики. А когда мы начинали, это была межведомственная комиссия, которую возглавлял премьер-министр. Я думаю, все понимают, что статус МВК, где есть премьер-министр и где присутствуют все другие госорганы, конечно, он выше, чем статус Министерства экономики. Вот. И в данном случае мы надеемся, что если практика АРВ будет снова введена на уровень премьер-министра, то, как и раньше, будут поступать дополнительные деньги в бюджет. О необоснованных проверках рассказал директор Международного делового совета. По его словам, некоторые госорганы для пополнения спецсчета, который был открыт для сбора коррупционных средств, активизировали проверку крупных инвесторов, посетовал Садыков. Сейчас, если посмотреть, из крупных инвестиционных проектов практически нет ни одного, у которого не было бы крупных проблем. У всех у них постоянные проверки идут, до начисления налогов бесконечные. Постоянно меняется налоговое и другое законодательство. Иногда даже элементарно нету нормативных актов, которые бы что-то регулировали, и они просто не могут заняться своей деятельностью. Деньги есть, все есть, но не могут приступить к деятельности. В налоговой сфере нужны революционные решения. Такое мнение выразила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева. По ее словам, стране нужен новый налоговый кодекс. Документ необходимо упростить, так как бизнесу нужны понятные и четкие правила. Вот. И здесь, если говорить про налоги, то у нас очень конкурентные ставки налогов. То есть мы можем спорить даже с соседним Казахстаном. Но у нас очень неконкурентные налоговые правила. Когда люди приходят сюда с миллионами или даже наши внутренние инвесторы хотят вложить, они должны знать и рассчитать свой бизнес-план. И поэтому мы очень просим долгосрочную налоговую политику. В основном же у нас в Кыргызстане внутренние инвесторы, их надо защищать и поддерживать надо. Какие у них проблемы есть, допустим? Какой-то инвестор внутренний, если там купил у государства или там каким государственным органам какое-то здание или землю, да, ну потом государство отбирает и ни деньги, ни здание не возвращает. Вот такие есть факты, да. О бюрократии при сборе и оформлении документов, пожалуй, говорили представители каждой сферы. Проблема не обошла стороной и строительную отрасль. Я бы хотела сразу отметить несколько проблем, которые существуют. Это первое, это сложный бюрократический процесс получения разрешительных документов. Если посмотреть на ту схему получения всех документов между строительной компанией и всеми соответствующими госорганами, вы не поверите, там количество стрелок от строительной компании по всем государственным органам составляет больше 20, если не больше. И каждый раз это позволяет, вот именно позволяет возникновению каких-то уже коррупционных схем. Пусть это будет АПУ, это пусть и ТУ. Поэтому это первый вопрос. Второй вопрос – это длительные сроки выдачи лицензионных разрешительных документов. Ряд предпринимателей озвучил проблемы с арендой земельных участков. Одни просили решить вопрос выделения земель для строительства малых ГЭС, вторые – для разведения рыбы, третьи – для установки сооружений связи. Мы бы хотели, чтобы правительство, значит, поддержало наши вот эти вот инициативы в этом направлении. Аренда земли, водопользование. И хотелось бы, чтобы, значит, на какой-то период, значит, дать преференции в налоговой и в завозе оборудования. Запасы отечественных месторождений должны подсчитываться по международным стандартам, предложили горняки. С позитивной новости начал глава Легпрома. Один из основных экспортеров страны за 8 месяцев этого года произвел продукции на 3 миллиарда сомов. Но в сфере острая нехватка кадров. Биздин ушу тармакка жөнөкөй катарда иштеп аткандарга ипотеканы атайын программасын түзүп берсеңиздер алдын ала төлөмү жок.
В ходе встречи, которая длилась больше 3 часов, выступить успел каждый присутствующий. Поблагодарив представителей бизнеса за откровенный разговор, президент отметил, что государство будет бороться с недостатками в работе контролирующих и правоохранительных органов. Жолыққаныммен өзім де разы болдым. Абдан қуаныштамын. Шу мәселенің барын тең білгеніме. Эми иш бізде қалды, сілерде де қалды. Сілерде қалды. Сілер дағы бекіткен, төлеп жатқан жағында қарап қойғыла. Бюджетке сілер дағы бір жақты болбой, бюджетке бере тұрған қаражат төлеуілі. Анан біз дағы қолдайбыз. Бізді білбейді ойлауылы. Біз білеміз. Тоғкенің қайырда не болып отқанын, алқағалдық отырысында не болып отқанын, бүт бардығын білеміз. Не болып отқанын. Ошон үшін, ошоға чейін, ал жаққа да қатты шара көреміз. Ошоға чейін сілер дағы ассоциация төрағасыңар, ошо бизнесмен топ-топ, мына мемлекет, біз, мына бийлик, сілерге чечели деп атабыз бардық мәселелерді. Шарт түзөлү деп атабыз. Чын дилибиз менен, ниетибиз менен. Үчүн дегенде силер биздин мамлекеттин келечеги бул бизнес. Биз канча өнүксө, экономика өнүгөт, жумуш орун болот, салык көбөйөт. Ошол баякыл туура эмес кылып аткандарга силерде кайтып түзөлөлү, туура иштейли, мамлекетти элде ойлойлу. Үчүн дегенде мамлекеттин мойнунда чоң жоопкерчилик бар. Мамлекет бул эл. Эл ошо элге дагы бере турганды өз убагында берели, чегерели, жашырбайлы деген нерсени да силер койгула, төрөгөсү бар. Мына экинчи маселе салык боюнча, салык системасы. Бул дүйнө жүзүндө жаңы технологиялар, жаңы методика баа киргизилген. Кантак жок эле текшерүүлөр болот. Бизде дагы эле отуруп алышат дагы барып алып, бөлүп алышкан, жана крупный налогоплательщик деп коет. Өзүнүн жак кишилерин коюп алышкан, ошо алып текшерет, билесиңер да. Анын баарын токтотуш керек. Текшерүүлөр болуш керек. Бирок баардыгы анализ болуш керек. Ар бир компания салык төлөөчү боюнча эгерде төлөбөй мурункудан төмөндөп кетсе барыш керек. Эгерде адам көп төлөп атса үчүн барыш керек элге. Камеральный жанакыл текшерүүлөр бар, анализдер бар. Ошонун негизинде барыш керек баардыгын. Мисалга айтып атам. Эми ошону жасаш керек. Бул талаптарды биз коебуз, баарына коебуз. А для защиты прав предпринимателей будет создан институт бизнес-омбудсмена. Биз азыр ушундай анда билесиңер, бизнес-омбудсмен деген институт киргизели деп атабыз. Киргизилет Кудай кааласа, ошол бүт бизнестин укугун коргой турган, ошол жерден айта турган площадка түзөбүз. Ошонун астында өнөр жайды өнүктүрүү боюнча мына жана өнөр жайды жана ишкерликти колдоо боюнча өнүктүрүү боюнча комитет түзөбүз. Комитет. Ошонун астында эксперттер болот, бул эми коомдук башталыш болот башында. Алардын статусун буйруса биз аны көтөрөбүз. Ал комитетке мына силердин араңардан алабыз. Биздин 3 бийлик бутагынан да кирет. Мен баш болуп өз башында болом. Ошол комитетте ошол азык чечилбей аткан маселелерди чечип, чечпей аткан мамлекеттик органдарга тоскоо кылып аткан, аталап чечпей, бюрократия кылып аткан, колунан келсе да кыймылдап аткан кадрларга министрлик ведомство баардык чара көрө баштайбыз. Кызмат көрсөтүүнү электрон форматка өткөзөбүз буйруса, Кудай кааласа. 1-2 жылда ошонун баардыгын ишке ашырабыз. Азыр өкмөт бунун үстүнөн катуу иш алып барып атат. Алып барып атат. Кече мына көрдүңөр, 12 жылдан бери талаш болуп, безопасный город ишке ашпай келген. Мына 17 деменчи кечеден кийин берип, мунаны да бүтүрүштү. Мына бул иштей баштайт. Көп иштер алдыга жылат. Биз буйруса, бул айткан маселелер боюнча Такай ар дайым артынан түшүп, ишке ашкан аракет кылабыз. Бирок чогуу иштер менен бирге. Глава государства также пообещал, что все озвученные в ходе встречи проблемы и предложения будут изучены детально, и по каждому будет принято соответствующее решение. Бермет Курманбекова, Бактурсун Дюшенбеков, Общественный Первый канал. И сегодня в 22:40 на канале АЛАТО-24 смотрите специальный репортаж по итогам встречи президента с представителями бизнес-сообщества. Как понять, что та или иная компания работает эффективно и не сидит на шее государства? Практически во всех развитых странах для этого используют систему KPI – ключевые показатели эффективности. Об этом говорили у нас в стране не раз. Приступили же к системе только сейчас. На рабочем совещании по вопросу деятельности акционерных обществ с государственной долей участия премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев поручил в 2-недельный срок внедрить ключевые показатели эффективности их деятельности. Диана Мамекова о плюсах внедряемой системы.
Многие госпредприятия вместо того, чтобы приносить государству прибыль, были убыточны. Поэтому в прошлом году подняли вопрос о ликвидации или реорганизации некоторых из них. А чтобы еще больше получать выгоду от госкомпаний, сейчас в них внедряют ключевые показатели эффективности деятельности по 8 финансовым и 4 нефинансовым показателям. Если мы только оценивали раньше результат только по итогам чистой прибыли полученной, и по сравнению с предыдущими годами, то есть она идет больше или меньше. То есть мы сейчас хотели бы уже заглянуть намного глубже, понять рентабельность инвестиций акционеров, рентабельность активов, чистую маржу, рентабельность акционерного капитала. То есть на вот эти показатели будут теперь упор делать. Это нужно для и самих компаний тоже, потому что ключевые показатели, они должны вводиться не только для правления, но и для других структурных подразделений, для каждого сотрудника, чтобы понимать, какую именно пользу приносит каждый сотрудник определенного акционерного общества. Такая система полезна и самим компаниям, то есть будет видно, какую пользу приносит каждый сотрудник. Вторая цель – мотивация. Если раньше у нас в государственных компаниях заработные платы были везде по-разному, сейчас мы ставим одну фиксированную часть, и по итогам года будут получать правление, будут получать, если чистая, то есть план по чистой прибыли будет выполнен, они будут получать бонусы, премии. То есть это будет уже на заседаниях совета директоров или где фонд является единственным акционером, на этих заседаниях решаться. На сегодня планируется внедрить ключевые показатели эффективности деятельности в 22 акционерных общества, где фонд является владельцем свыше 50% акций. Руководители компании поддержали эту инициативу и высказали свои предложения и замечания. В целом, я бы сказал, что, возможно, эта работа должна была быть проделана давно еще, потому что много было нареканий по поводу заработной платы. Но если коснуться самого подхода, то это обоснованный подход, и теперь будет мотивация у руководящего состава максимально активизировать свою работу, чтобы получить результаты, которые могли бы принести соответствующие бонусы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал, что, учитывая низкие показатели рентабельности активов и капитала у акционерных обществ, отсутствие планомерного развития, невозможно отследить реальное состояние компании. И внедрение ключевых показателей эффективности как раз кстати. Глава Кабмина поручил в 2-недельный срок внедрить KPI в акционерное общество с госдолей участия. Акционерлік қоғамдар менен ишканалардын башкарып жатканда азыркы биздин жетишкендиктер жана. Мы должны понять, в чем проблема той или иной компании с госдолей. Почему они не могут приносить пользу? Да, есть достижения, но проблем больше. Каждая компания должна приносить пользу в бюджет государства, а у нас такого нет. И внедрив ключевые показатели эффективности, мы можем дать реальную оценку деятельности каждой организации. Руководители предприятий должны активно участвовать в разработке критериев, по которым будет оцениваться их работа и формироваться зарплата. Все должны хорошо понимать правила игры, подчеркнул Абылгазиев. Диана Мамекова, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал. Состоялось очередное заседание рабочей группы по совершенствованию выборного законодательства под руководством руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева. Он обратил внимание на то, что согласно решению, принятому по итогам заседания Надсовета по устойчивому развитию, было рекомендовано в кратчайшие сроки внести законопроекты, разработанные рабочей группой, на рассмотрение Джохорку Кенеша, а также законодательно установить ограничения на внесение поправок в законы о выборах не позднее, чем за 1 календарный год до проведения выборов. На заседании рабочей группы детально обсуждены проекты законов, разработанные в рамках стратегии, а именно проекты законов, предусматривающие изменения некоторые законодательные акты. Они затрагивают вопросы организации и проведения выборов президента, депутатов Джохорку Кенеша, а также проведения референдумов в республике. Членами рабочей группы было принято решение одобрить проекты законов с учетом высказанных замечаний и предложений и выставить их для общественного обсуждения на официальном сайте Джохорку Кенеша.
Жители отдаленного района Ошской области активно готовятся к предстоящей затяжной зиме. Уже через неделю в Чоңалае начнется уборка картофеля. В этом году с 1700 гектаров полей сельчане планируют собрать свыше 30 тысяч тонн картофеля. Однако урожая могло быть и больше, утверждают жители села Шибе, если бы было достаточно воды. Наргиза Джурубекова продолжит тему. Еще несколько креплений, настил кровли и хранилище для овощей готово. Земледелец Акджол Шадыбеков будет хранить здесь картофель. Подготовка к суровым холодам Чоңалайского района в самом разгаре. Уборка вкуснейшего молодого картофеля начнется совсем скоро, а сохранить его нужно как можно дольше. Высота помещения почти 4 метра, длина 15 и ширина 3 метра. В таких естественных условиях и при температуре не выше 3 градусов картофель можно сохранить до следующего года. Ведь картофель – наше богатство. Высадил он картофель всего несколько месяцев назад. С 1,5 гектаров планирует собрать 30 тонн урожая. Для отца 6 детей выращивание картофеля – единственный источник дохода. По словам овощевода, если бы не было проблем с поливной водой, то урожай мог быть во много раз больше. К сожалению, в нашем селе Щебе не хватает поливной воды, поэтому картофельные клубни разной величины. Какие-то побольше, но основная часть мелкая. При хорошем урожае с гектара можно собрать до 30 тонн, а я планирую собрать столько же с 1,5 гектаров. А вода будет, обещают местные власти. Строительство масштабного ирригационного объекта канал Щебе-Джикенды, который обеспечит поливной водой 2 села, стартовало еще в прошлом году. И воду получат свыше 1500 гектаров полей. Если этот проект будет полностью реализован, то порядка 500 гектаров, которые не орошались много лет в селе Джикенды, вновь будут обеспечены поливной водой. Еще 1000 гектаров земель будет освоено в селе Щебе. Длина канала свыше 11 тысяч метров, из которых порядка 5000 дюкер и 2 акведука, трубопровода, проходящих над рекой Кызылсу и Щебе. Мощность 1,5 кубометра в секунду. Первый этап строительства закончен. Впереди еще 2 этапа. Работы будут завершены в следующем году. Здесь входит в тендер это строительство акведука, 2 акведуков. Это один акведук, самый большой, через реку Кызылсу. Расстояние 120 метров, длина моста. И через Щебе 2-пролетный. Заканчивается первый этап строительства дюкера Щебе-Джикенды. Основная часть населения Чоңалайского района занята в сельском хозяйстве. Так, только в этом году с 1700 гектаров земледельцы планируют собрать свыше 30 тысяч тонн картофеля. Вместе с тем, территория высокогорного района располагает значительными запасами сельхозугодий и пастбищ. Богат район и водно-энергетическими ресурсами. С их освоением на селе могли бы появиться новые отрасли производства. Наргиза Джурубекова, Акджол Айбашев, Общественный первый канал, Ошская область. В гору идет дело молокоперерабатывающего завода в Атбашинском районе Нарынской области. Производство с каждым годом расширяется. Здесь уже производят 4 вида экологически чистого сыра. Продолжит наш корреспондент Зарина Сайфуддинова. Главное кредо владельцев молочного предприятия – чистота и качество. При этом цена на конечный продукт должна быть приемлемой. Сделать это в принципе несложно. Хорошего сырья и рабочих из местных жителей достаточно. Молочные продукты присутствуют в рационе каждого человека, но чтобы они приносили действительно пользу, необходимо, чтобы продукция была натуральной, без добавок. На каждом этапе производства у нас идет строгий контроль качества. На заводе трудятся около 30 человек. Мощность производства позволяет переработать здесь до 30 тонн молока в сутки. Сейчас же объем составляет 5 тонн молока. Завод работает с 2009 года. Мы оснастили его современным оборудованием и лабораторией. Но и на этом процесс модернизации не будет останавливаться. Наша продукция реализуется в магазинах Бишкека. Вот здесь мы и варим сыр. Думаю, что он получается вкусный, так как уже конкурирует на прилавках Бишкека с продукцией известных заводов. Молоко закупается по 13 сомов у фермеров из 13 сел Атбашинского района.
Это предприятие дает прокормиться и нам. Для этого созданы условия. Все эти бочки мы собираем молоко у фермеров по 13 сомов. Дальше предприятие покупает его у нас по 14 сомов 20. Всем хорошо и удобно, и фермерам, и нам, и предприятию. Пройдя сложный и трудоемкий биохимический процесс, завершается производство сыра продолжительным созреванием в таких вот специальных помещениях, созданными в них особыми условиями, где сыр приобретает свои характерные вкусовые качества. Сайкал Султанкулова, Алишер Аскарбеков, Общественный первый канал, Нарынская область. Один из первых и важных вопросов, который сейчас решает столичная мэрия – подготовка к ОЗП. В прошлом году на столичной ТЭС произошла крупная авария, вследствие чего бишкекчане почти неделю остались без тепла. Как идет подготовка к отопительному сезону сейчас, выяснял Алтынбек Таламбеков. К предстоящей зиме бригада Бишкек теплосети почти готовы. Из запланированных 1290 метров теплосетей по улицам Кулатова, Алматинской и Чокморова в двух местах работы завершены на 95%. Сейчас работы идут по Чокморова, на отрезке между Калыга-Киева и Молодой гвардией. Именно эти трубы меняют спустя 35 лет. Обновка, как отмечают на предприятии, проводится за счет собственных 100 миллионов сомов. Но это цель реконструкции, помимо обеспечения надежного теплоснабжения, это еще и улучшение гидролизического режима непосредственно в западной части города. Мы немножко изменяем систему, то есть мы непосредственно этот участок, который переходит через Молодую гвардию, это новый участок строится, то есть соединяются два тупиковых участка между собой. Бишкек Теплоэнерго рапортует о полной готовности всех 65 котельных, которые находятся на его балансе. ТЭЦ Бишкека готова к зиме на 70%. Это угольный склад Бишкекской теплоэлектроцентрали. Здесь сейчас около 200 тысяч тонн угля. В этом году планируют завести порядка 1 миллиона тонн. 60% будет местный уголь, 40% импортированный. По словам энергетиков, этого объема хватит, чтобы пережить зиму. В этом году отремонтировано оборудование котельной химцеха. 78 миллионов сомов заложено на ремонт фонарей, трубок, ограждающих конструкций котельного цеха. Ремонт, как обещают энергетики, завершится до 18 октября. Самый важный ремонт сейчас в ТЭЦ проводится в здании турбинного цеха. Именно здесь вырабатывается электричество. В прошлом году в лютые морозы произошла крупнейшая авария за всю историю столичной ТЭЦ, из-за чего Бишкек на несколько суток остался без тепла. Как позже выяснили специалисты, трубы замерзли из-за старых окон. В этом году эту проблему было решено ликвидировать, поэтому сейчас здание полностью утепляют. Чуть позже поставят новые стекла. Все службы мэрии готовы к предстоящему ОЗП, сказал руководитель аппарата мэрии Балбак Тулебаев. Тепло в дома горожан дадут, как только среднесуточная температура наружного воздуха опустится ниже 8 градусов. Бишкек теплосеть, Бишкекский ТЭЦ, там наши МТУшники, Северэлектро, все здесь написано, УКС мэрии. Даже управление образования, управление здравоохранения, тазалык, Бишкекзеленхоз, мы все уже готовимся к зиме. Также с начала года обеспечение твердым топливом малоимущих осуществляется в денежной компенсации. В этом году запланирована выплата 4478 семьям из расчета 4280 сомов на одну семью. Алтынбек Таламбеков, Чингиз Джумагулов, Общественный первый канал. В Бишкеке в микрорайоне Кокджар произошел несчастный случай. 33-летний мужчина упал с 40-метровой высоты строящегося дома компании «Памирстрой». Лишь по счастливой случайности он остался жив. Его госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Сайкал Султанкулова проведала пострадавшего. Процент выживших среди тех, кто упал даже с 3-го этажа, невелик. А тут, как выяснилось, по словам Александра, он упал не с 10-го, а с 12-го этажа. Так он считал сам. Мужчина сильно напуган и до сих пор не может прийти в себя. Говорит, когда летел вниз головой, то думал, что уйдет в мир иной. Багеты ставят сейчас на здание. Может, видели такие багеты? Клеются они на раствор или на что. Вот я на них ставил колпак с оцинковки, чтобы вода не попадала на крышу. И вот этот багет 2-метровый, он отклеился, оторвался. И он меня зацепил, и я ушел вниз вместе с ним.
Супруга Александра Вера благодарит Всевышнего за то, что он не оставил ее одну воспитывать двоих детей. В браке Александр и Вера живут 13-й год. В 7 часу позвонила, он взял трубку и говорит, что вот со мной беда произошла, и говорит, упал с 12-го этажа. Я очень сильно испугалась, очень. Но он мне сразу сказал, я жив. Александру действительно повезло. Он не только остался жив, но и не получил значительных травм. Сотрясение головного мозга и перелом одного из позвонков. Состояние его оценивается как средне-тяжелое. Обычно при таком падении больные получают тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. При поступлении больной сразу госпитализирован в реанимационное отделение. Проведено полное обследование общеклиническое. Сделана томография головного мозга, шейного отдела позвоночника и выставлен диагноз сочетанная травма, перелом остистого отростка 7-го шейного позвонка и ушиб головного мозга. Александр сорвался не с 10-го и даже не с 12-го, а с 13-го этажа этого дома. По всей видимости, мужчина родился в рубашке. С высоты 40 метров он упал на козырек 1-го этажа, благодаря чему остался жив. Вот эти исковерканные металлические части козырька и спасли жизнь Александру. После падения спустя 5 минут очевидцы бережно донесли его до кареты скорой помощи. Александр по профессии сварщик, и, как выяснилось, он не является сотрудником строительной компании «Памирстрой». Пришел помогать другу. Они вдвоем работали. Короче, он новенький был. 2 дня назад пришел. Вот первый день работали, следующий день он упал. У него должна была свой бригадир, должен. Техника безопасности заставит у нее. И бригады тоже не было здесь. Строители отмечают, что Александр сам во всем виноват. В нетрезвом состоянии залез на крышу 13-го этажа, да еще не надев привязные ремни безопасности. Когда упал, у нее этот запах был. А спрашивали? Да. А он сам признал, я пил там. Его друг тоже пьяный был. Инцидент зарегистрирован в УВД Октябрьского района. Сотрудники милиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства. Кто понесет ответственность за несчастный случай, будет известно по окончанию следствия. Сайкал Султанкулова, Сайфудин Мурзаев, Общественный Первый канал. Сегодня исполнилось бы 67 лет Сатымкулу Джуманазарову, советскому марафонцу, бронзовому призеру Олимпийских игр 1980 года в марафоне. Единственный спортсмен с постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал Олимпийского марафона, трагически погиб весной 2007 года. Эльвира Сатыбекова о легендарном спортсмене. Путь легкоатлета из Кыргызстана к вершине олимпийского пьедестала был непрост. Сатымкул Джуманазаров начал спортивную карьеру, познакомившись с тренером Виктором Борисовым, который, кстати, и сейчас в строю, готовит новое поколение олимпийцев. В 20 лет Джуманазаров стал чемпионом СССР среди юниоров. 30 лет входил в состав сборной Союза, регулярно принося стране международные награды. Но самый большой успех к нему пришел на Московской Олимпиаде 80. Его 3-е место в марафоне было равнозначно победе. Ведь подобного успеха у советских атлетов не было за всю историю их выступления на играх. Да и после распада СССР никто в СНГ не смог даже повторить успех олимпийца. Соревнования марафон вручение Как рассказывает супруга олимпийского чемпиона, секрет его успеха кроется прежде всего в его высшей степени профессиональном умении тренироваться как в физическом, так и в духовном плане. Он был подобен некой машине, которая методично крушила соперников, часто уже заранее умело использовал фактор психологического преимущества. Я помню, как во время Олимпиады мы с детьми с замиранием сердца следили по телевизору за его знаменитым бегом на марафонской дистанции. И после Олимпиады, когда он вернулся домой, не было и дня, чтобы он сидел без дела. Всю свою жизнь он связал со спортом. Джуманазарову присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР, и одному из первых в нашей республике вручили медаль «Данг». В 2007 году он трагически погиб. Но современники не забыли своего товарища и уже больше 8 лет проводят турнир его памяти. Проводится дирекцией международного марафона. Они каждый год в честь отца проводят турниры на Иссыкуле.
которые очень много приезжает и иностранных спортсменов с Японии, с Европы, с Америки. С именем Сатымкула Джуманазарова у кыргызстанцев ассоциируется образ человека, которого с полным основанием называли королем беговых дорожек и достигшим наибольшей международной известности. Для занимающейся спортом молодежи он был ни с кем не сравнимым примером и идолом своего времени. Эльвира Сатыбекова, Оскар Уланулу, Общественный Первый канал. И на сегодня все. Далее информация о погоде на завтра. Мы желаем вам успешной недели. И до свидания.